Векапомная сустрэча адбылася недалёка ад вёскі Грунвальд, што па-нямецку азначае «зялёны лес». До рэчы, вот я хочу завастрыць нашу увагу. Літоўцы цяперашнія тут же пераклалі все это на Жальгерыс, и лічыцца, што ў іх все это адбывалася пад вёскай Жальгерыс. Палякі пакінули назву Грунвальд, а у беларускім летапісе было написано, что это было под город, ближайший великий город назывался Дубровна. Так у нас нават ніхто не пераклаў Дубровинская битва, хотя в летописи было это написано, что это Дубровинский. Наши все отдали, хай, поляки разбираются. Ну ладно, это такие метаморфозы и нюансы истории, и Советского Союза истории. Ну, а вот мы зараз побудуем такую схему. Это у нас будет поли, луги, земля. Вот это такие участочки земли. Тут у нас будет вёска. Ну, такая вот вёсочка, где-то вёска Грунвальд. Вот где-то. Тут соседняя вёска Ладвигова называлась она. Ну, может, тут уже за... Тут была такая речка. Речку мы обозначаем вот так она будет вести у нас. Тут еще кавалок земли, полев, лугов. Здивленные селяне назираются всеми этими войсковыми зельями. Ну и вот теутонцы одразу стали своим могутным войском своим. Их было значно менее, чем наших. Але они были настолько добро узброены и настолько славу великую имели про свои перемоги, про свою непереможность, что они подумали, да плевать мы хотели. 10 тысяч туды, 10 тысяч сюда, плевать. Нет, 8 этих сиволапых, этих без доспехов, и так нормально. Силой немецкой сброи. Это был германский. Ну, тогда вот тут Грунвальд, тут у нас вот с такими белыми стягами, с белыми штандарами будут теутонцы. Вот их ставка. Вот тут их тяжкая кавалерия. Тут еще их некие, я там внешний историк, я не сильно разбираюсь, но вот их войски такие суровые теутонские войска. Ставка, где? Ставка тут. І всі вони. Бачите, як вони класно озброєні, просто вони такі, як собаки великі. Ну, наші не так. Наші стали вот тут, ничего. Тут еще парочка. Вот это польские, это польские войски, хотел сказать вольские. Войски польской короны. А тут вот наши. Тут наши братики два назирают за всю веру, хотя не, Витов был со своими хоругвами, а Ягайло хитренький, вот он черненький, хитренький. И он назирал просто, наш большой убийца, это назирал. Ну, и от короны ему, значит, належит назирать. С того боку был великий магистр Ульрих фон Юнинген. И он так само назирал, но, ну, ладно, потом меня сумный лес его не больше расповеду подробязно. Ну, и еще был такие на чоле кавалеры и тяжкой, ну, теперь это назывались танковые дивизии, там, великие, воевал великий маршал Фридрих фон Валенроде. Ну, все они так как бы сгуртовались, но тут они находятся близко, на самом деле они довольно далеко находились, и наши чекали, стояли и чекали. А это, я говорю, а что такое стоять у панцирах и на тяжком озброении, солнце светит? Ну, просто гомон некий. Он думает, что это не нападаете, а это не нападаете, что не нападаете. Ты уже вырыли себе это супроть, как кони туди падали, они уже давно подрихтовались, они хитрые, так само теутонцы, хоть и померкованы, як. И они еще вырыли, еще, а наши не идут и не идут. Да что такое? Ну, это стоят. Тады магистр прислал нашим два такие мячи. Потому что вы, вот, ну, я так, была як зневака тады. Присылаючи эти два мячи, як выклик, и раз такие боязливые сами не хочет вести у наши хитренькие такие пастки для ваших коней, то мы вам присылаем тогда. Хоть вас и более, бы плевать мы хотели. Мы такие молодцы, мы германцы, а вы, хотя там было германцев, отсотку может быть 40, были там, до речі, и такие польские разные наймиты, яким просто заплатили, и ладно. А інші просто по зову сердца пошли с германцами. Были там, ну, шмат национальная была у их бригады, як зрештою у нас. У нас там была такая переможная татарская конница золотой орды, якую запросил Витовт. Потом все, здається, отримали шляхетство, не пам'ятаю доклад. Ось вона стояла напереди этой конницы татарская. Ну,
она такая слабо узброена, ну, хай будем учить, это вот конница, а это их тяжкие танковые бригады, а это вот конница. Ну, тады наши уже раз им присылаюць мячы, што рабіць, этой конницы туды рынулася на ворага, і спрацавалі тады гэтыя іхнія пасткі. Но паколькі татарская она не ідзе, як немцы, не пра такім адзіным танковым злучэннем, а яны так больш рассеяны, не шмат іх загінула ў гэтых пастках. Ну, нейкія адзінкі, дзесяткі, ну, так. Тут трэба ведаць яшчэ одну рэч. Навукоўцы спрачаюцца, але я магу сказаць, што хутчэй, вот сэрца адчуваю, што было так. Ёсць такая татарская тактика, она хитрая, хотя и помяркованная. Татары адразу нападаюць, тады за імі бягуць праціўнікі, і пры гэтым, калі набягуць за уцякаючымі татарамі, яны рассеиваюцца. А тады это вяртаецца, і іх уже там рассеяных, яны іх з дапамогою там аркана, усяго этого іх хітрого начыння, яны іх тут же і мочаць, і складзіруюць тады. І, ну, забіраюць там каштоўнае, все, што трэба. Тут, конечно, была не на такім узроўні, што напалі татары нейкая брыгадка на нейкую вёску, і на апалчэнне этой вёскі. Але тактыка, хутчэй за ўсё, была такая. Немцы даюць татарам, конечно, моцна дуб, і татары у жаху тэатральным праз рэчку сюды. Наши стаяць, это таксама даюць, но наезжаюць в літаральным сэнсе тэўтонскія рыцары конныя, цяжка ўзброеныя, вельмі добра ўзброеныя. Татары у жаху рассеиваюцца і уцякаюць. Тады ідуць наши на сустрач, яны таксама сильно іх моцна вельмі шугаюць, наши таксама уцякаюць, і тады гэтая ўся конница, яна рассеиваецца. Яны ішлі адзіным, як тэўтонская тактика, адзіным таким моцным вельмі организмом войсковым. А тут они рассеялись. Ну, тут, конечно же, вернулась и конница, их этих замочили одразу, потому что они одособились. Тады вступили потым польские войски, наших уже помочили шмат, до речі, при гэтым. Ну, карацей, а гэтые все рассеянные стояли, их помочили всех. А гэтые уже в жаху вернулись. Тады наши за ими, и наши погналися далеко. И лезь не взяли столицу, нават Теўтонского ордена Мальву.